Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Бывший глава государственного концерна «Туркменхимия» Неизлы-Неизлыев, уволенный после серии критических публикаций, находится в центре внимания следственных органов. Сейчас он остается дома, прокуратура проводит финансовую проверку того периода, когда Неизлыев возглавлял госконцерн. По информации нашего источника, в одном из силовых ведомств, следователи обратили особое внимание на простой предприятий, подведомственных Туркменхимии, и на гибель 3 рабочих на полимерном заводе в Киенлы. Неизлыев был снят с должности главы предприятия Дакунхимия, реализующая минеральные удобрения. Туда Неизлыев смог пробиться после увольнения из Туркменхимии, вопреки распоряжению президента Сердара Бердымухамедова. Тот требовал полностью отстранить его от государственной службы. Теперь это упущение исправлено. Экс-чиновнику запретили покидать свой дом. Сам Неизлыев пытается избежать уголовного преследования и обратился за помощью к своим влиятельным родственникам Черы Хаджа Мурадову и Батыру Неизлыеву. Первый с 2008 и по 2011 год являлся генеральным прокурором, а второй – двоюродный брат и одновременно посол Туркменистана в Российской Федерации. Хаджимурадов до сих пор имеет связи в Генпрокуратуре и надеется с их помощью спасти своего опального родственника. На фоне этих бед Неизлыев стал токсичным и злым. Он обижен на Бердымухамедова-младшего. Среди своих людей он говорит, что Сердар, в бытность министром промышленности, попросил его написать программу развития промышленной отрасли Туркменистана на 10 лет. Неизлыев поручил это Юрию Марамухе, тогдашнему начальнику отдела в Туркменхимии. Тот в течение недели составил программу, и Сердар представил ее отцу. И вот теперь с точки зрения экс-главы госконцерна, молодой президент якобы проявил неблагодарность. Напомним, что за последний год Туркмен Ньюс неоднократно писал о коррупции в нефтегазовой отрасли, в том числе лично о Неизлыеве. В Туркменхимии начались проверки. Чтобы избежать краха собственной карьеры, глава концерна сначала понизил в должности, а затем и вовсе уволил своего главного подельника Мурада Черыева. Позднее тот попал под следствие и был осужден. Но откупиться Черыевым не удалось, в июле уволили и самого Неизлыева. Однако в августе источники сообщили о его переходе в Дакунхимию. Неизлыев и сейчас продолжает надеяться не только остаться на свободе, но и худо-бедно продолжать карьеру. Если с государственной службой окончательно придется расстаться, то остается бизнес. Он планирует работать в одной из фирм Хаджимурата Реджепова, двоюродного брата президента, на откуп которому негласно отдан экспорт карбамида. После резонансного расследования Туркмен Ньюс фирму Акхазана отстранили от экспорта карбамида, однако двоюродный брат президента продолжает оставаться, что называется, при делах. Например, часть поставок карбамида зарубежным клиентам он осуществляет через дубайскую компанию Аташе Трейдинг. Ее ашхабадским представителем является подручный Хаджимурата Реджепова, Давран Аразгельдыев по прозвищу Нос. Впрочем, шансы на успешное продолжение карьеры не так уж велики. Круг сжимается, влиятельных друзей остается все меньше. По информации источников, Неизлыев попал в немилость к вице-премьеру по энергетике, строительству и промышленности Баймураду Аннамамедову. Некогда они дружили. Однако прошли те времена. Сейчас вице-премьер не склонен покровительствовать опальному экс-главе госконцерна. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.